Все, пойдем. Я прошу тебя, ну… Все хорошо. Ну да, смотри, здесь дети играют. Детки, Все в уйдите порядке, отсюда. не волнуйтесь, здесь. Давай. Я не смогу здесь Сможешь, проехать, сможешь. пожалуйста. Ну смотри, как места мало. Немало места, тут по полметра с каждой стороны. Давай. Вот, это твоя машина. Ты ее хорошо знаешь. Открывай. Вот. Ты все время рядом будешь? Я здесь, я стою. Садись, пристегивайся. Заводи. Угу. Так. Включай заднюю передачу. Давай. Оп. Все, и спокойно отпускай тормоз. Давай. Не переживай, все хорошо. Все, едем, видишь? Спокойно. Не гони так, не гони. Спокойно, спокойно. Там руль, смотри, по зеркалам. Стой! Это что происходит? Зоя! Зоя, я пошутил! Стой! Что же это такое? Максим, куда ты раздетый-то побежал? Нин, чего вы бегаете? Мы тут выезжаем, между прочим. Так, ну-ка в машину все. Быстро. Давай, давай. Все? Ага, да. Давай, П. Ну, вообще было неплохо, кстати. С меня хватит. На самом деле очень неплохо. Нина, это что было? Тихо, ну ладно, перестань, ты чего? Слушайте, у нас хохма, короче. Зоя решила Максима вытащить на лекции, чтобы его из универа не выперли. Так, тишина! Так вот, он сказал, что он от нее в армию сбежит. Тишина там! Хватит матери Это мозг нормально. выносить. Было нормально. Было нормально, честно. Ничего, я спрятала. Я не Как буду ваши здесь. водительские успехи? Очень хорошо. Уже доехали вот почти. Ничего у меня не получается. Парковаться не получается, вперед не получается. И вообще я боюсь водить. Спокойно. Я же тебе говорила, надо было в нашу идти. Автошколу я давно из нее асы сделала. Ладно, ладно, не кисни, все нормально. Я с тобой как-нибудь после работы позанимаюсь. Мне вот интересно, где Валера? Да здесь, Валера, здесь! На поезд мы опаздываем. Ну хорошо. Что хорошего-то? Отлично выглядишь. Здорово. Здорово. Что стоим, время теряем? Время теряем? Где ты был, я спрашиваю? Ты опять кому-нибудь там в подъезде зацепил, глазки строил, да? Вот ее вечно накрывает. Ну, Вере Петровне помогал с третьего этажа. Там глазки не настроишь в жизни. Поехали, давай. Орлы? Сама Ты веришь? Ты доехала почти до бордюра. Ну, в прошлый раз ты доехала до лужи. Ну, это же все уже, знаешь, какой успех. Все, я тоже. Ключи где? У тебя я поеду на маршрутке на Ну, работу. какая маршрутка, милая? Я тебя подвезу. Это же не страшно. Садись. Ну все. Удачного дня, трусишка. И тебе. Погоди. После работы забрать? Нет. Нет, я уйду пораньше и договорюсь с Ниной, она меня получит водить. Ну все, пока. Ну, давай. До вечера. Здравствуйте. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Скажите, а это вы врач-лаборант Петренко, да? Да, я. А скажите, пожалуйста, сколько вам моя жена заплатила, чтобы вы тест на отцовство подделали? Я подделками не занимаюсь. Да, безусловно, вы такими вещами не занимаетесь. Только она гуляет налево-направо, а отец ребенка я. Ну, все верно. Вот вероятность отцовства 99,9%. Да что вы говорите? Смотрите, в каждом значении локуса есть Да совпадающие… хватит мне про этих локусов, фокусов. Меня Вы думаете, отпустите, я не пожалуйста. понимаю, чего она хочет? Она хочет алименты от меня получить. Это ваш ребенок. Вот Я хочу, чтобы вы доказывает. доказали, что я не отец ребенка. Это ваш Понимаете? ребенок, доказывает. Да уй... Охрана! Женька, боже мой. Зачем с этим человеком вообще разговаривал? Надо было сразу его к завлабу отправить. Родион бы ему… А вот и он. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец, а? Ну ничего не скажешь, а? Прямо перед лабораторией драки устраивать. А? Родион Иванович, Женя меня защищал. Даша, на вас напали.
В таком случае надо было полицию вызвать. Зачем полицию, Родион Иванович? Это же не маньяк был, это был просто недовольный клиент. Ах, недовольный клиент. А вы что, с анализами что-то напутали? Или нахамили ему? Нет. Конечно, только этим занимаемся с утра до вечера. Хамим клиентам и путаем их анализы. 2 лучших сотрудника. Смотри у меня, Зубрицкий. Доиграешься. Обожаю его. Ну, нормально ты водишь, нечего паниковать было. Как инструктор по вождению тебе говорю. Это потому, что ты рядом. Я когда сама, мне все время кажется, что я врежусь во что-то или собью кого-то. Ладно, водила, сейчас за Валерой заедем. Ничего, мне тоже поначалу страшно было. Привыкнешь. Конечно. Да ты прирожденный водитель. Я бы вообще никогда за руль не села, если бы... Ну вот зачем он подарил машину? Я же не скажу ему, зря ты это сделал. Тормози! Все, больше от дороги не отвлекаемся. Ну, молодец. Все хорошо. А ну стой. Ну стой, стой. Ты посмотри, гад, что делает. А? Ну, я ему сейчас устрою. Паркуйте где-нибудь здесь. У тебя совесть есть, курица ты крашеная. Это ваша знакомая? Знакомая? Я его жена, настрой детей, а тебе вообще ничего не светит, поняла? Так что уходи от моего мужа, пока я тебе папу не подбирала. Спокойно. У меня получится. Ой. Так что руки прочь от моего мужа, иначе я тебе патлы повыдергаю. Да успокойся ты, Нин, ну тут что ты творишь вообще? А ты вообще постеснялся бы около работы девок клеить? Какой клеить? Это хозяйка моего нового салона, где я работаю. Пока еще. Пока еще. Работаете. Что? Полина Сергеевна. Кто тебя сюда звал, скажи? Привет. Как покатались? Ужасно. Нинка с Валеркой разругались насмерть. Я испортила машину. Въехала в кого-то? Да. Нет, я припарковалась в столбик. А куда Нинка смотрела? На Валерку. Он там возле работы стоял, любезничал с какой-то барышней, прости. Ты что, родная моя? Ну ты чего, хорошая моя? Ну, Прости. все хорошо, ты цела, ты не ушиблась? Нет, прости. Да брось ты, это же просто кусок железа. Все застраховано, отремонтируют бесплатно. У тебя права не отобрали? Собирались. Вот негодяи. Но оказалось, что эти патрульные давние знакомые Нинки. Отлично. Она им поулыбалась, полюбезничала с ними. Прекрасно. И все. Мы отделались легким штрафом. Но зато потом Валера приревновал ее к ним. Боже мой, если они разведутся из-за меня, не дай бог. Да слушай, Дашуль, во-первых, они каждый месяц ссорятся, и это постоянно происходит. До сих пор не развелись, правильно? Во-вторых, почему мы все время говорим про этих пасечников? Давай, ты лучше теперь вот у меня спроси, как дела? А? Как у тебя дела? Садись. Дашка, Динеш приехал в город. Это глава нашей компании. Из Индии? Да, из Индии. Это шанс, которого я ждал всю жизнь. И если я смогу произвести впечатление на Биг Босса, я возглавлю наш филиал, а не этот придурок Есин. Подожди, как ты собираешься производить на него впечатление? О, тут у меня есть такой план. Я его в гости пригласил. К нам? Конечно, к нам, но не пасечникам же, Даш. Пойми, Динеш индус.
весьма религиозный человек. Ему важны не только профкачества соискателя должности, но и, так сказать, его быт. Понимаешь, семейственность. Я хочу показать дом, показать тебе. Ты у меня такая прекрасная, такая чудесная. Ты мне очень понравишься. Понравятся твои какие-нибудь кулинарные шедевры. Но надо же удивить человека. Так, стоп. Где я и где эти кулинарные шедевры? Это же готовить, нужно. Ну, а Нинка тебе на что? Ну, если эта кукушка проморгала, и ты въехала в столбик, пускай отдувается. Дашунь, да без проблем. Серьезно? Конечно, я бы тебе и так помогла. Спасибо большое. Слушай, подожди, а что Олег-то насчет машины не ругался? Ой, золотой у тебя муж. Верный, спокойный. Зато у вас страсти кипят. Все, Нин, я пойду. Я завидую даже вам. Ой, нашла чему завидовать. Максим, ну отсюда. Позже. Ой, и дети у вас замечательные. Ага. Ой, Нин, я готова уже на искусственное оплодотворение, лишь бы ребеночек появился. А Олег не готов. И как тут не завидовать, когда у тебя 3 детей? Почти 4. В смысле? Ты что, беременна? Ну, помнишь, мы в том месяце поругались так сильно, чуть не развелись. Ну, а потом мирились бурно. Ну, как обычно. Ну, Валерка еще не знает. Я, честно говоря, не знаю, оставлять или нет, но все-таки 4. Конечно, оставлять, Нин, ты что? Это же дети, ты счастье такое. Да, особенно такие кровопийцы, как у меня. Особенно от такого папаши, как Валера. Вот скажи мне, вот где он до сих пор ходит, да? Вот. Ах ты! Фу ты! Так. Ты что, через окно влез? Да. Ты с ума сошел? 2-й этаж. Да нормально, ну, ногой только зацепился, вот, грохнулся. Между прочим, это тебе. Слушай, ну ты мне валерьянки принес. Ты не мог, как все нормальные люди, через дверь зайти? Я же хотел сюрприз сделать. Как наш первый раз. В общаге, помнишь? Помню. Так, ну-ка не лезь давай. Почему? Почему? Потому. Ты где был? Где ты? Нет, мне скажи, где ты был? Свою шефиню ублажал, чтобы она тебя с работы не уволила, да? Да? Ты бы мог ради меня к нам в квартиру через окно полезть? Ты хочешь, чтобы я себе шею свернул? Нет, я романтики хочу. Не проблема. Завтра приду домой с цветами. А если у нас вдруг будет пожар, а входную дверь заклинит? Ты полезешь меня спасать? Милая, я предпочитаю, чтобы свою работу выполняли профессионалы. Я вызову спасателей. Значит, не полезешь. Что-то не так? Я плохой муж? Да вроде неплохой. Зарплату приношу. Не пью, тебя не обижаю. Не изменяю, как Валерка Нине. Ничего тебе не хватает? Может, сюрпризов? Ах, сюрпризы. Будут сюрпризы. Разберусь со своим бигбоссом и устрою тебе сюрприз. Хорошо. Ой, простите. Привет. Привет. А ты тоже сюда? Тоже сдавать тест? У вас же вроде с Олегом нет детей. Или я что-то путаю? Да нет, не путаешь. Я просто здесь работаю. А, ты здесь работаешь? Ну да. Я не знала. Блин. Ладно, пойду в другую лабораторию. Подожди. Что-то случилось? Не волнуйся, я никому ничего не расскажу. Что у дочки генетические отклонения? Нет, нет.
Мне надо... В общем, мне надо узнать, от кого она. Ты же давно и удачно замужем. Или я что-то путаю? Ну да, замужем. Представляешь, объявился ее бывший парень, ее первая любовь. И уговаривает ее уйти от мужа, к нему. Анжела не знает, кто отец ее ребенка. И решила все выяснить, пока кардинально не изменит свою жизнь. Я обещала сделать ей тест быстро и анонимно. И никто ничего не узнает. Я уже знаю, Даш. Тебе нельзя доверять секреты. Всему городу разболтаешь. Я рассказала только тебе, никому больше не собираюсь. А Олегу своему? Нет, конечно. Он мне принципиальный. Узнает, что она изменяет мужу, сразу же уволит ее. Между прочим, она его подчиненная. А что ты такой злой? Дома проблемы? Дома у меня не проблема. Дома у меня жена. Она имеет свойство задавать вопросы. Как можно любить работу, на которой платят так мало денег, где клиенты тебя бьют и на которой ты постоянно задерживаешься? Ой. А я тебя сегодня хотела попросить прикрыть меня. К нам в гости приезжает начальник Олега из Индии. Прикрою. Спасибо. Угу. Ну что? Мне кажется, ничего. Ой, просто супер. Спасибо тебе большое. Так, ну, во-первых, супер будет, когда мы тебя как-то приведем в порядок. А со мной что не так? Ты не собираешься же, да, вот в джинсах индусов встречать? Я правильно понимаю, да? Дашунь, все готово. Динаш звонил, он уже подъезжает. Так, вроде. Все. Это что за маскарад? Ты опозорить меня решила? Это Нина придумала женственный образ а-ля индианка. Вечно Нинка придумает какую-нибудь глупость. Дашунь, так нельзя, правда. Иди переоденься во что-нибудь нормальное. Давай, давай, надо что-то приличное. Ну что ты, это никуда не годится. О, давай, быстрее, 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 быстрее. Delicious. Сами готовили? Yes, да. Yes, спасибо. Олег, у вас очаровательная жена. Благодарю вас. Я ее очень люблю. Хороший дом, хорошая жена. Где же дети-то? А деток, к сожалению, у нас нет. Пока. Ключевое слово «пока». Мы с супругой обожаем детей. Планируем завести 2 и, честно говоря, 3. Правда, любимая? Да. Я дома. Привет, ну как? Все просто волшебно. Я отвез Динаш прям к отелю. Он говорит, что у меня есть все шансы стать главой филиала. Зря ты соврал про детей. Ну как выкручиваться потом будешь? Фу, ты не думай об этом. Сейчас самое важное – возглавить филиал. Поднять прибыль, а потом уже про детей никто и не вспомнит. Да. Малыш, ну чего ты? Я же тебе уже 100 раз говорил, меня совершенно не смущает твое бесплодие. А я подготовил обещанный сюрприз. Да. Закрой глаза. Так, не открывай, не подсматривай. Все, готово. Вот.
Здорово, да? Это белое золото с настоящими изумрудами. Он тебе нравится? Привет. Привет. Спасибо тебе большое. Так, Все возвращаю. все получилось? Да. Хорошо. Я рада. Добрый вечер, тетя Дася. Привет. А куда это мы на ночь глядь собрались? В клуб с Зойкой. Да что ты? Помирились? Да. Ой, надолго ли? Мамочка, кто бы говорил? Все, пока, тетя. Давай, детеныш, иди гуляй. Спасибо. Боже ж ты мой, красотища ты какая. О, Олег подарил. Я рассчитывала на романтическое путешествие. Ой. Подарки должны быть статусные, машина, белое золото, изумруды. Надо радоваться, что мужу на тебя денег не жалко. И, кстати, по-моему, он не один сюрприз обещал. Так, сюрприз. Что, кот? Что ж ты будешь делать? Тебя уже в воскресенье поспать не дают. Даш! А что за ребенок? А что дети кричат? Тю-тю-тю-тю. А что за ребенок? Я не Что знаю. случилось-то? Маленький. Ребенок. Я в магазин Смотри. вышла. Тихо. Это розыгрыши сейчас такие, да? Да не знаю. Даш, стой! Откуда ребенок? Я в магазин вышла и вот нашла. На тебе. Маленький. Тихо. Записка какая-то. Позаботься о нашем сыне. Привет. Да. Нет. Нет. А это, похоже, тебе. Приехали. Ну почему мне? С чего ты взяла, Нин? А кому? Кому хочешь? Он Олегу. Ну, здрасте. Коробка взяла стоит, да. А он на тебя похож? Вот ничего лучшего не придумал сказать. Олег, в отличие от тебя, жене не изменяет. Вообще-то да. Милая, я тоже не изменяю. Тебе. Вообще. Значит так, ты сейчас собираешь свои вещи, забираешь своего сына и катишься куда хочешь. Что ты несешь? Ты услышал меня? Ты меня услышь, я тебе клянусь, никогда и ни с кем. Не, ну... Я тебе еще раз сказала. Ты собираешь свои вещи, своего сына и катишься отсюда. Это же ерунда какая-то. Я даже не Ты хочу... зараза. Я тебе сейчас... Ребенок, Кати, а? не надо. Кто и где нашел ребенка? Я на лестничной площадке. Есть идеи, кто мог подкинуть? Нет. Давайте мне его. Давайте. А куда вы его повезете? Давайте. Сначала в больницу на осмотр, а потом в дом малютки. Распишитесь. Я? Да. Мы очень надеемся, что вы найдете мать этого ребенка. Конечно, искать будем. Найдем ли, шансы малы. Говорят, что роженица живет по соседству. Я провожу. Спасибо. До свидания. До свидания. Олег, может, про пасечников нужно было рассказать им? Ну зачем тебе конфликты с соседями? Я прошу тебя, остановись. Ну, я умоляю тебя. Ну, Господи, что ты творишь?
Я никуда не поеду, я ни в чем не виноват. Да, Нинка, да угомонись ты! С ума сошла, что ли? А дети! Сегодня дети вернутся с соревнований. Ты их встречать будет, ты мне скажи, кто? Своих детей я заберу сама. Ты разбирайся со своим сыном. Ты серьезно? Пошел вон. Пошел вон отсюда! Хорошо. Хорошо. Привет. Ну ты как? Да как? К гинекологу записался. Это скотина решила сломаться. А зачем тебе к гинекологу? Нин, ты не собираешься аборт делать? Нет, Даш, я собираюсь одна 4 детей поднимать. Вы помиритесь еще. Сейчас. А если Валера не врет? Нин, если мать этого подкидыша просто адрес перепутала? Алло, такси? Ну, подожди, пожалуйста. Ну, нельзя так разводиться, основываясь на каких-то домыслах. Сделай хотя бы тест на отцовство. Он не захочет, он будет орать, что это не его ребенок. Он нам для этого не нужен. В смысле? Сейчас. Алло, Жень, я сегодня опоздаю. Прикроешь меня? Это последний раз, правда. Спасибо. Не могу я никак забыть этого малыша. И вот решила заехать, узнать, как он. Ну, вроде здоровенький. Но еще не все обследования сделали. Это вот для него. Да. Какой же он крох. А можно мне его на ручках подержать? Да, конечно. Привет. Какой маленький. Ну, здравствуй. Прости, это я на нервах. Представляешь, Дашка, я же клянусь ей, не на. Да у меня нет никого и не было никогда. Да-да-да. Валерочка, я хотела спросить, у тебя есть окошко сегодня? Так хотелось, чтобы ты меня сегодня поймал. Нет. Ну, а после работы? Я же говорю, не могу, Вик. У меня пациент, что, не видно, что ли? Сами ко мне липнут, понимаешь, сами. Но я же не виноват. А у меня никого, никогда. Да. Вы не один. Валерочка, а вы скоро освободитесь? Я после сауны, и как раз было бы здорово. Господи, сейчас. Нет, не могу. Сегодня никак. Потом. Ну, как сговорились. Валерка, ну, не волнуйся. Я постараюсь Нину отговорить от развода. Правда? Угу. Дашка, спасибо, ты вот настоящий друг. Тебе спасибо. Ну? Да. Ладно, ты чё? Да, вот часами, наверное, зацепилась. Ну, спасибо, мне правда легче. Да, и тебе спасибо. Да, пока. Пока.
Привет. Привет. Я тебя жду. Скажи, результат теста еще не готов? Готов. Прости, я просто замоталась. Вот. Дочка твоя не твоего бойфренда. Это точно? Да. Ой, спасибо. Значит, от мужа, да? Ну, я оставлю, значит, все как есть. Может, это и к лучшему. Спасибо. Ты обращайся. Я побежала. Родион Иванович, простите, я все отработаю. Ну что вы, Даша, у вас такое горе. Вы вообще могли сегодня на работу не выходить. Мои соболезнования. Я пойду. Ты что Ивановичу сказал? А что, у тебя тетя умерла? С ума сошел? Нет у меня никаких тетей. Извини, ляпнул первое, что в голову пришло. А что я должен был делать? Тебя 3,5 часа не было. Это не опоздание, это прогул. Ты где так застряла? Доставала генетические образцы. Надо сделать тест на отцовство. Ты же никого не убила? Нет, это кровь Олега. Он утром палец порезал. Не понял, ты что, думаешь, что Олег тебе изменяет? Конечно, нет. Ты что? Ребенок, возможно, от нашего соседа. Его подкинули нам. Кого подкинули? Соседа? Ребенка. Из-за этого семья на грани распада. Если окажется, что Валерка не отец, возможно, все образуется. А Олег тут при чем? Ни при чем. Его материал я взяла для контрольного образца. Слушай, Нинка не сможет оплатить тест, поэтому Иванычу ни слова. Ладно. Хотя, зря ты это все затеяла. Влезать в чужие семейные разборки – это нарываться на неприятности. Занудство. Вот черт. Отец подкидыша все-таки Валерка. Что теперь делать? В смысле? Ты же хотела выяснить правду, ты ее выяснила. Как я теперь эту правду Нинке расскажу? Она спрашивает меня постоянно, надеется, что результат будет отрицательный. Это катастрофа. Они разведутся, мальчики останутся без отца. 4-й ребенок вообще не родится. Ой, куда я полезла с этой проверкой? Я ж тебе говорил. Ну что, ты сделала тест ДНК? Сделала. Ну? Ребенка от моего Валерки? Нет, он от Олега. Подожди, как это Олег? Он же тебя не изменял никогда. Выходит, изменял. Нин, прости, я не могу сейчас говорить. Пока. Даш, ты зачем такую чушь сморозила? Ляпнула первое, что в голову пришло. Как ты с моей тетей? Ну да, это же одно и то же. Как собираешься выкручиваться? Никто не поверит в отцовство Олега. Все знают, какой он примерный семьянин. Поверят. Если я скажу, что тест сделал ты. А больше ты ничего не придумала? Они сделают повторный тест, выяснят правду, и нас с тобой уволят. Если все сделать достаточно убедительно, никто ничего проверять не будет. Убедительно это как? Я все придумала. Я разыграю сцену ревности. Так, чтобы Нинка действительно поверила, что подкидыш от Олега. Ему я потом признаюсь. Он хорошо к ним относится и меня поймет. И простит. Классный план. А потом мы сможем усыновить этого подкидыша. Ну, все и так будут думать, что это сын Олега. А у меня, наконец, появится мой ребенок. Даш, женщина, ты ненормальная.
Женька, у нас есть шанс спасти одну семью и еще не родившегося ребенка. Привет. Здорово. Что, Нинка решила тебя простить? Очень смешно. Меня из дома выгнали, а ребенок твой. Чего? Что чего? Это твой ребенок. Совсем крыша поехала? Ага, поехала. О, Даша. О, наконец, мы тебя ждем. Что за собрание? Собрание. Ты объясни, пожалуйста, кто отец этого подкидыша? Что и требовалось доказать. Что? Дашенька вообще не в курсе. Вы все это выдумали, чтобы помириться. А меня выставили полным мерзавцем. Ничего не выдумали. Ну? Даш, что ты молчишь? Даш! Я действительно делала ДНК-тест. И я? И? Отец ребенка Кто? ты. Ага! Ага! Этого не может быть, это невозможно, ребята. Вот результаты сравнения. Это Валера и подкидыша, а это сравнение с тобой. Во, Валеры тут нет. Как же так? Ты тайно взяла образец моего ДНК? А почему меня вообще никто не спрашивает? Твой образец я брала как контрольный. И я вообще не предполагала, что так все. О, я понял. Это розыгрыш, да? Ты прикалываешься. Ты просто Валерка выгораживаешь. Хорошие шуточки. Тест я делала не одна, и если хочешь, можешь уже не спросить. Давай, набирай. Набирай. Чтобы у меня были внебрачные дети, да это смешно. Звони. Тоже мне святой, дай да. сюда. Евгений, здравствуйте. Это Олег. Я по поводу теста, да. Слушай. Да вы там офонарили, что ли? Вы понимаете, что это незаконно? Фу на вас. Дашка, ты меня, конечно, спасла. Да подожди. Спасибо тебе большое. Даша. Олег, подожди, я не успею за тобой. Подожди, пожалуйста, да, я тебе все объясню. Чего, позорил Да, меня? я тебе на всё весь объясню, дом, пожалуйста. перед всеми соседями. Даже не надейся, что я тебя прощу. Олег, прости. Олег. И оправдываться перед тобой я тоже не буду. Вызываемый абонент временно недоступен. Олег.
Куда-то уезжаешь? Командировку. Все взяли, орлы? Да. По местам? Даш! Сейчас. Валерчик, отведи детей сон. Ладно, мне что-то нехорошо. Да? Хорошо, любимая. Ляг, поспи. Да-да-да. Привет. Привет. Как? Хорошо. Я сказала Валерчику про ребенка. Решили рожать. Молодцы, здорово. Ну, а у тебя как? Олег в командировку уехал. Так. Запланировано или характер показывает? Ой, Нин, я не знаю, что и думать. Он зачем-то стащил у меня из сумочки этот ДНК-тест. Ну, все понятно. Он хочет поехать к матери подкидыша, прижать ее, заставить забрать ребенка. Нет. Этого быть не может. Даша, все может быть. Все может быть. Тебе давно вообще надо было за ним проследить. Ты понимаешь, что у него эти командировки почти каждый месяц? Чего ты кричишь? Ты понимаешь, что он к любовнице мотается? Родион Иванович, доброе утро. Доброе. Скажите, а вы бы не могли дать мне на несколько дней отгул? С чего это вдруг? Мне в деревню надо уехать. Тетю помянуть. Тетя. Ну, тетя это святое. Поезжайте, конечно. Спасибо большое. Алло? Анжела, это Даша. Мне нужна будет твоя помощь. Привет. Иди сюда. Держи. Это список городов, которые он собирается объехать, и гостиницы, в которых он обычно останавливается. Только никому не говори, что я слила тебе информацию, иначе меня уволят. Да, конечно. Спасибо тебе большое. Все, пока. Пока. Тань, ну, за арест нужен билет. Ну, может, какая бронь есть. Ну, плацкарт? Ну, подойдет плацкарт, да. Ага. Послезавтра. Нет, он поехал на машине. Сегодня уже будет. Да, хорошо. Нет, спасибо, не подойдет. Слушай, может, автобусом? Да нет, я узнавала, на автобус билетов нет. Ладно, поеду на машине. И сервисы позвонили, сказали, что уже починили. Сама по трассе. Ты по городу-то еле ездишь. Нет, лучше дома сидеть и с ума сходить от подозрений. Так. Я с тобой поеду. Здрасте вам. А работа? Ну, скажу, что заболела. А дети? А Валера? Да ладно, нормально. Спасибо. Даже не думаю куда-нибудь срубить. Господи, я даже не думал. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Да, еды я наготовила. Так что не скучай. Все, поехали. Нин, может, ты поведешь пока? Кому тренироваться надо, тебе или мне? Нин, пожалуйста. Ладно, давай. Чтобы Олег нас не заметил. Да, и замаскироваться надо. Ты взяла что-нибудь? Очки, шляпу? Да нет, я как-то не подумала. Не подумала. А я подумала. Все взяла. Нин, ну мне до сих пор в голове не укладывается. Мы столько лет вместе прожили. Ой, слушай, хочешь честно? Мне всегда казалось, что он какой-то слишком правильный. Это смс-ка по ошибке к нему пришла. Ну да. А еще он с мамашей этого подкидыша тоже по ошибке переспал. Даша, хватит себя обманывать. Смотри уже правде в глаза.
Ну-ка, соберись. Соберись, я сказала. Зря мы все это затеяли. Он просто с сотрудниками встречается, документы какие-то свои обсуждает. Ну, ты же сама видишь, нет у него никого. Угу. А ребенок тогда откуда? Не знаю, может, донором спермы был. Даш, ну, конечно. Зарабатывал тебе на машину, на сережки. Ничего умнее не могла придумать? Ой, я устала. Мы целый день мотаемся за ним, и все без толку. Пожалуйста, поехали в отель. Подожди, он явно кого-то ждет. Он работает в фармацевтической компании. Он мог в эту аптеку просто поставлять лекарства. Вот. Здравствуй, Катя. Что тебе нужно? Я тебе говорила, видеть тебя больше не хочу. Просто лекарства поставляю. Угу. Ну-ну.